Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Арабские Эмираты. По приглашению эмиратской стороны он принял участие в открытии международной выставки вооружений в Абу-Даби. Здесь более 1000 компаний из 65 стран. Российский павильон в этом году был одним из самых крупных. Представлено более 200 различных образцов вооружений, техники, боеприпасов, экипировки. Во вторник во всем мире отметили День родного языка. Рустам Минниханов поздравил татарстанцев в своих соцсетях. «Язык – это ключ к знаниям», отметил раис республики и предложил вниманию своих подписчиков ролик о ценности языков, на которых говорит многонациональный народ Татарстана. С праздником татарстанцев поздравил и Фарид Мухаммедшин. Он подчеркнул, этот день – дань уважения родным языкам народов мира, живому нематериальному культурному наследию. Пусть Международный день родного языка послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания между людьми, говорящими на разных наречиях, говорится в поздравлении Фарида Мухаммедшина. Банкротство не должно становиться лазейкой для недобросовестных должников. Об этом заявил Рустам Минниханов на итоговом заседании арбитражного суда республики. За год в Татарстане в 1,5 раза выросло количество заявлений о банкротстве физлиц до 8,5 тысяч. Стало больше и дел долгожителей, на рассмотрение которых уходят годы. Насыщенной получилась сессия Госсовета с Фаридом Мухаммедшиным, которая прошла 22 февраля. Основная часть повестки – отчеты перед депутатами. Об итогах работы за год доложили МВД, омбудсмен Татарстана. Глава Минцифры представил итоги года цифровизации. Ректор КФУ рассказал о планах развития в свете объявленных президентом страны изменений в системе высшего образования. Рустам Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В беседе, которая состоялась в патриаршей и синодальной резиденции, принял участие и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Раис республики поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и отметил, руководство республики придерживается принципа взаимоуважения всех религий. В Госсовете презентовали книгу «Эта земля выбрала нас». Она посвящена 85-летию выдающегося нефтяника Геннадия Шмаля. В церемонии приняли участие сам юбиляр, раис Татарстана и парламентарии. Геннадий Шмаль, один из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири, внес огромный вклад в развитие отрасли всей страны. В Казани открылась уникальная выставка «Александр Македонский. Путь на восток». В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский и государственный советник Татарстана Ментимер Шамиев. Из Санкт-Петербурга доставили картины, скульптуры, ювелирные украшения. Некоторым около 2500 лет. Почти 400 экспонатов из Эрмитажа разместили в 3 залах. С самого утра 23 февраля в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, несли цветы к вечному огню в Парке Победы в Казани. Каждый год у колоннады мемориала славы собираются татарстанцы, ветераны, общественные деятели, юноармейцы. Они принесли красные гвоздики, возложили венок от имени раиса республики, правительства Татарстана и Госсовета. Раис республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества. Церемония прошла в Казанском БКЗ имени Сайдашева. В мероприятии также участвовал и государственный советник Ментимер Шамиев. Обращаясь к военнослужащим и ветеранам, Рустам Минниханов отметил, что праздник Дня защитника Отечества стал символом верности долгу и служения Родине. С участием Рустама Минниханова в Набережных Челнах подвели итоги минувшего года. Как отметили, «Автоград» успешно развивает малый и средний бизнес. Импортозамещения компонентов своей продукции добился КАМАЗ. Предприятие города производит 10-ю часть республиканского валового продукта. Отдельно на сессии в Набережных Челнах Рустам Минниханов остановился на теме СВО. Ровно год назад президентом страны было принято решение о начале специальной военной операции. Раис республики подчеркнул, многие татарстанцы достойно защищают интересы Родины в зоне боевых действий. Одной из главных задач сегодня, по словам Рустама Минниханова, является поддержка военнослужащих и их семей. Рустам Минниханов поблагодарил глав районов и всех, кто был задействован в организации мероприятий, приуроченных к 23 февраля на субботнем совещании в Доме правительства. Эта неделя была насыщена на события, кроме того, обсудили и проблемы. 3 района республики до сих пор не приступили к согласованию схем благоустройства общественных пространств. Это Чистопольский, Верхнеуслонский и Огрызский. Рустам Минниханов потребовал объяснения от глав отстающих районов. 25 февраля в столице Татарстана в кинотеатре «Мир» прошли предпремьерные показы исторического фильма режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг». Международный проект представили российские актеры театра и кино Дмитрий Брауэр и Филипп Ершов. В показе принял участие Асгат Сафаров. Фильм посвящен Нюрнбергскому процессу, в ходе которого в 1945-1946 годах Советский Союз, Англия и Франция осуществили суд над преступниками нацистской Германии.